А мутная ситуация происходит в стране. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как соскочить с крючка удалось таджикскому высокопоставленному лицу. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого интересного. Шавкат Бабазада, бывший директор агентства по экспорту при правительстве Таджикистана и экс-глава Минпрома страны, освобожден после уплаты штрафа в размере 128 тысяч самани. Приговор суда района Сино города Душанбе вынесен 27 января. Шавката Бабазаду задержали в начале сентября 2022 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. В конце месяца постановлением правительства он был освобожден от занимаемой должности. Доверенный источник в суде столичного района Сино сообщил 27 января, что судья приговорил Бабазада к штрафу в размере 2000 показателей для расчетов, 128 тысяч самани или почти 12,5 тысяч долларов. Бабазада возместил нанесенный государству ущерб в размере более 280 тысяч долларов, в связи с чем он был приговорен к штрафу и освобожден, уточнил источник. В отношении Шавката Бабазада в сентябре 2022 года было возбуждено уголовное дело в части 4 статьи 247 «Мошенничество в особо крупном размере» Уголовного кодекса Таджикистана. Источники тогда сообщили, что глава агентства по экспорту задержан на основании жалобы одной из зарубежных компаний, у которой он получил 300 тысяч долларов, но не исполнил условия договора. Шавкату Бабазаде грозил крупный штраф или лишение свободы на срок от 8 до 12 лет. Судебный процесс по делу бывшего директора агентства по экспорту при правительстве Таджикистана начался 23 января. Как бывший высокопоставленный чиновник отреагировал на приговор суда, неизвестно. 60-летний Шавкат Бабазада с января 2019 года по сентябрь 2022 года работал директором агентства по экспорту при правительстве Таджикистана. Ведомство было создано в 2018 году в целях продвижения отечественных товаров и услуг на рынках других государств. Шавкат Бабазада до этого с ноября 2013 года работал министром промышленности и новых технологий Таджикистана. В январе 2019 года он был освобожден от должности, освобожден с формулировкой в связи с переходом на другую работу. Пресс-служба президента Таджикистана тогда написала, что причина отставки Бабазады – выявленные многочисленные недостатки в подконтрольных министру учреждениях. Вскоре постановлением правительства Таджикистана Бабазада был назначен директором агентства по экспорту. Как вы относитесь к такой ситуации? Чиновника, который не справлялся со своими обязанностями, назначили на достаточно высокую должность, а теперь он еще и обворовался. И очень интересно, что после уплаты ущерба его отпустили. Еще и нужно будет доплатить штраф. И никого не смущает, откуда у чиновника столько денег на штрафы, чтобы возместить ущерб. Почему никто этим не занимается? Почему налоговая не спросила, откуда у него эти деньги? Ведь, по сути, по документам у чиновников не такие большие зарплаты, чтобы так легко выплачивать все возможное. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, он скоро где-то всплывет на какой-то другой хорошей должности или уже нет после такого скандала? Свое мнение по поводу всего этого и, в принципе, как вы относитесь к чиновникам в нашей стране, напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.